Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отливочка на такую тему. Кто за вами тайно наблюдает? Кто за вами следит, тайно следит? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя. И давайте вместе посмотрим и все узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересная, конечно, отсыпка, и слезы ваши показали. Здесь так показано, что из-за человека, кто сейчас за вами наблюдает, вы много слез пролили. Больно этот человек вам сделал, прям плакали из-за него. Было такое время, когда он смеялся, а вы плакали. Я так понимаю, что вы его очень любили. Вы его любили, вы хотели с ним всю жизнь прожить. Вы были ему очень верной, преданной, любящей и очень много ему прощали. А этот мужчина, он был для вас как, не знаю, камень на груди, да? Тащил вас вниз, причинял вам боль, страдания, мучения, тяжесть. Мне вообще идет, что он как-то, вел себя отвратительно, омерзительно, отвратительно. И вы все терпели. Вы все терпели, потому что вы его любили, вы честно верили, что любовь его исправит, что он станет другим, что он изменится. Может быть, он вам обещал, он говорил: нет, я поменяюсь, я работаю над собой, я буду другим, да? А ты типа терпи и жди, да? Вот как-то себя оправдывал. А вы, поскольку любили, вы не хотели ничего замечать, и вы верили в это чистое, светлое. Вот как все мы, женщины, да? Когда влюбляемся, мы ведь верим, что наш мужчина, он самый идеальный, он самый лучший. И что любовь его исцелит, что он там бросит пить, либо станет верным, либо станет честным, да, перестанет быть грубым. То есть вы ему пример показывали. Вот я тебя люблю, я всю себя тебе отдаю. Да? Возьми этот пример, попробуй. Это же замечательно, да, жить, когда ты любишь человека и полностью ему в любви отдаешься. Вот. Он, конечно, брал вашу любовь, он, конечно, пользовался вашей любовью. Конечно, грубо прозвучит, но как идет информация, так и скажу. Я вижу просто, сколько слез вы из-за него пролили, и как больно вам было из-за него. Он брал, пользовался, и ничего вы от него не получали, кроме каких-то укоров, упреков, бранных слов. Ничего не видели. Что увидели? Предательство увидели. Предательство, понимаете? Обман и предательство – это то, что вы от него по итогу увидели. Очень болезненное было расставание, очень болезненное для вас. Вот прям, как на чудо даже надеялись, что вдруг он опомнится, вдруг он придет покаяться, вдруг он извинится. Не может так все плохо закончиться, ведь такая любовь, да? Мне показывают, что он думал только лишь о каких-то деньгах, возможностях, о развлечениях, да, вот о таком думал. Даже не знаю, мне не хочется это все ворошить, понимаете? Я не хочу, чтобы вы вспоминали то, что вам пришлось пережить. Сейчас я вас вижу, конечно, в другом состоянии. Я вижу, что вы на ноги встали, что вы похорошели, вы расцвели, крылышки расправили, свои прекрасные крылышки. И также я вижу, что вы буквально на пороге очень крутых перемен в жизни. И омрачать сейчас вас я не хочу. Вот прям совсем не хочется. Не буду говорить про вас, лучше про него расскажу. Этот мужчина сейчас с какой-то женщиной рядом. И эта женщина, между ними знак вопроса.
то ли он в ней сомневается, то ли он сомневается в их отношениях, в ее честности сомневается, то ли она в нем сомневается. То есть между ними вы видите, да, вот такой большой знак вопроса. И молния идет. То есть ругаются, ссорятся, очень плохо живут эти люди. И этот мужчина, он за вами наблюдает. Наблюдает, потому что вы живете хорошо. Вопреки его пророчествам, его ожиданиям, мыслям и ощущениям, да, он очень сильно сдал, он выглядит плохо, выглядит старше своих лет, он прям истаскался, весь такой, знаете, неоприятный какой-то обрюз. А вы наоборот, вы расцвели, вы такая сейчас красавица, у вас глаза светятся, у вас щечки розовые. Вы только жить начинаете. Смотрите, вот какая разница. Он как-то безвозвратно увядает, а вы наоборот расцветаете. Да? И вот он за вами наблюдает. Скорее всего, либо через соцсети, либо он тайным образом подсматривает за вами, за вашей жизнью. То есть, возможно, вы в одном городе проживаете, либо в соседних городах. И у него есть такая возможность, допустим, приезжать туда, где вы работаете, либо приезжать туда, где вы живете. Для того, чтобы вас увидеть, да, наблюдать за вами, следить за вами. Он вас, кстати, встретил совершенно случайно. И чуть не обомлел, потому что он вас такой еще не видел. Может быть, я сейчас скажу плохую вещь, и вам она не понравится, но вот это то, что вижу я, то, что мне показывают, что вы действительно очень сильно изменились, очень сильно похорошело. Вы из неуверенной в себе женщины с потухшими глазами, да, с разбитым сердцем, вы превратились в райскую птицу, понимаете? Вся такая шикарная, сияющая, улыбающаяся, понимаете, вот такая перемена. И он, когда вас увидел, просто обалдел, он глазам не поверил. Даже не сразу понял, что это вы. Понимаете, вот настолько вот он обалдел. А потом он из достоверного источника, как я понимаю, да, каких-то общих знакомых, узнал, что да, это вы. И вы действительно не погибли, вы восстали, да, из того ужаса, в котором он вас оставил. И вы действительно расцвели. Вы живете, проживаете свою жизнь, свое удовольствие. Может быть, не самая легкая жизнь, не самая там праздничная, но тем не менее нет той боли, нет больше тех страданий. И я вижу, что вы никому больше не позволите себя мучить, и ни из-за одного другого мужчины вы никогда не будете страдать. Вот просто не позволите этого. Вы прям очень изменились. Женщина, которая знает себе цену, женщина знает, чего хочет. Женщина идет по жизни победительницей. Вот такая вы мне сейчас идете. Ему, конечно, обидно стало. Обидно и непонятно, как так вышло, что он такой амбициозный мужчина. Мужчина сорвиголова, мужчина, у которого прям там все огнем горело. И почему он так плохо выглядит и так плохо живет. И вы, несчастная женщина, которая все от него терпела, всегда его прощала, и вы теперь такая шикарная, да? Начал он об этом думать, начал он искать о вас информацию, прям почувствовал, что к вам тянет, опять тянет, либо снова тянет, прям восхищаться вами начал, стал за вами следить, лично, да, украдкой за вами наблюдает. И вот в этот момент до него дошло, что он жизнь-то свою проиграл, да, что вот он гонялся за чем-то суперчудесным, а оказалось, что суперчудесное, самое лучшее, да, чудо в своей жизни он упустил, потому что чудом были вы, что такому мужчине недостойному такую прекрасную женщину в пару давали, вот, что был шанс на спасение, что был шанс изменить свою жизнь, а он этого не понял, вот и все. Вот и все. Сначала ему, да, было очень обидно, а потом он в этой слежке, в этих наблюдениях стал вами восхищаться, стал трепетать перед вашим образом, вашей фотографией. И мужчина, вот как дошло, что он в вас влюбился, что вы единственная женщина, кого он любил, кому он испытывал чувства. То есть мы отметаем всякие там интимные, плотские и прочие, да, мы говорим про любовь, про сердечную привязанность. Рядом с ним женщина под вопросом. Ну, скорее всего, либо это его жена, да, либо это сожительница, а может быть, это кто-то из родственников. Под вопросом, потому что между ними там, ну, вот как
остро, колко и молнии летают, да, очень много проблем. То есть ругаются, выяснение отношений, может, там друг друга выгоняют, может, спорят постоянно, там, не знаю, разводятся, судятся, что они там делают. То есть они друг другу не нужны. Они с друг другом живут очень плохо, очень страшно они с друг другом живут. И они, даже если они муж и жена, то они как враги друг другу. Но никак не любовники, возлюбленные, друзья, ничего такого нет. Даже если он живет со своей, например, матерью либо дочерью, они прям врагами друг другу стали. Плохая у него жизнь, очень плохая, и он сам во всем этом виноват. Он думал, что он умнее всех, а оказался глупее всех. Он думал, что он еще встретит женщину и будет счастливым. Ничего подобного, абсолютно ничего подобного, потому что единственная женщина, которая его честно, по-настоящему любила, это были вы. Вот и все, никому он не нужен. Никому он не нужен. Его, может быть, там терпели другие женщины, там денежка, еще что-то, да, терпели. Но так, чтобы любить, никто его не любил. Никто не любил. Даже если мама родная, то тоже к нему там, как к этой сумочке, кошелечку, да, давай, маме помогай. А что с ним, как он там болеет, здоровье, это не важно, да. Главное, чтобы ты работал, деньги приносил. В общем, тут мужчина, он с одной стороны в отчаянии, ну, потому что жизнь не прожита, ничего хорошего нет. А с другой стороны, мужчина влюблен, получается, да, влюблен, любовь чувствует, испытывает к вам. И он понимает, что уже ничего не поделаешь, что он все разрушил, и что он такой обрюзший, страшный, вам не нужен, и даром, да, он прям как пугало рядом с вами. Но с другой стороны, ну вот сердцу же не запретишь надеяться, да, вот мне идет, что он надеется на какой-то счастливый день, когда он там станет лучше выглядеть, поправит свое положение, материальное положение, ход вещей поправит, и вот сможет к вам подкатить на красивой машине, да, с красивыми цветами, и вы такая: о боже мой милый, я тебя не забыла, я так тебя долго ждала. Но это, конечно, его фантазии. Ну вот надежда на шанс, что он сможет к вам подкатить, что сможет поцеловать вам ручку. А если повезет, то не только ручку поцелует, да, вот такие у него. Он больше как мечтатель, наверное, сейчас, он больше живет в своих фантазиях. А в фантазиях вы, и почему-то еще он себя представляет молодым. Ну, типа, да, я там обновлюсь, как сказка про конька-горбунка, да, преображусь и буду красавец, вот, и она не сможет мне отказать. Ну, какие-то глупые мысли. Смело можно сказать, что жизнь мужчины абсолютно пустая, никчемная и несчастная, но он спасается тем, что он за вами следит и он о вас мечтает. От себя я могу сказать, что, судя по всему, жизнь этого человека наказала за все ваши слезы, за всю вашу боль, за все те страдания, которые он вам причинил. Жизнь его наказала. Знаете, бывает резкое наказание, когда человеку прям там по голове дали, да? А есть наказание медленное, когда человек сам себя разрушает. Вот скажите, что хуже, а что лучше? Я думаю, и то плохо, да? Хотя, когда медленно, человек прям очень долго мучается. Вот и он мучается. Ну, вот такая информация пришла. А вы, мои девочки, вы счастливые будете. Я точно это вижу, потому что вон пальмовый листочек, потому что вон парус показан, и потому что вы показаны на троне. Трон — это статус, это положение, это статус, это не обязательно там про работу, про бизнес, это также и про то, что вы жена, счастливая жена, хозяйка, которая правит. Это будет. Пальмовый листочек говорит о том, что хорошая жизнь вас ждет. Пальма — это про любовь, про мир, про дружбу, про достаток. У вас этот листочек есть. А парус — про исполнение мечты, про поездки, про повидать мир, пожить еще, да, счастливой жизнью, когда мечты исполняются, когда вы счастливо сидите на своем троне, правите, управляете в своей семье. Очень хороший знак. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.